Абзирышәымас ателехәаԥшцәа. Иацҳҵоит аиааира ааигәазтәыз захьӡу архивтә дырраҭарақәа реиҭарбара. Аибашьраҿы амассатә информациа ахархәагақәа ихадоу аҭыԥ ааныркылоит. Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра иазкны ииашоу аинформациа адунеи аларҵәаразы усҟантәи аамҭазы ҳтәылаҿы аус руан Урыстәылеи егьырҭ аҳәаанырцәтәи аканалқәа рҟынтәи ажурналистцәа. Урҭ рыбжьара иҟан аибашьра иалагаанӡа Аԥсны акырынтә иаҭаахьаз аԥсуа телехәаԥшра аусзуҩцәа ирзааигәаз ажурналистцәа. Убарҭ дыруаӡәкын акымкәа адырраҭарақәа иҿызкаахьаз Светлана Беклемишева. Урҭ рҟны лара иаалырԥшуан аԥсуаа ахацәанымырха рыԥсадгьыл ахақәиҭра ишазықәԥоз, ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа гыгшәыгҵас рхы шымҩаԥыргоз атәы. Уажәы ишәҳарбоит аҵыхәтәантәи аибашьра захьӡу адырраҭара. Абхазия. Раньше в этом слове как будто солнце отражалось и звучала радость. Теперь кровь, горе и боль. Я хочу вам рассказать о судьбах людей, которые мне дороги и которых очень давно знаю. И как сказал один старый мудрый человек, пусть боль за других посетит вас хоть однажды. Еще несколько месяцев назад здесь был детский садик. Теперь этот дом называют база. Отсюда уезжают на съемки. Здесь монтируют. В одной из бывших детских оборудовали студию. Здесь и живут журналисты абхазского телевидения. Вернее, здесь то, что осталось от абхазского телевидения. Аппаратуру спасали как могли. Кто камеры, кто монтажные столы. Вывозили из Сухуми на попутных машинах. Личные вещи были лишним грузом, их не брали. Уходили в том, в чем были в конце августа. От Сухуми до Гудаут 45 километров. Эта хрупкая маленькая девушка пришла сюда пешком по уже заминированной дороге. Сегодня со съемок вернулись все. Сейчас они будут вспоминать друга. Это случилось ранним утром на 50-й день войны. Вот здесь, в Гаграх. На этом месте. Это последние кадры оператора Анзора Кварчелия. Включенный микрофон на камере успел записать звук выстрела снайпера. Через неделю Анзору исполнилось бы 36 лет. Трудно сказать об Анзоре как об ушедшем. Обиднее всего, что он меньше всего, наверное, хотел снимать войну. А в первую очередь, когда все это началось, он пошел. Он вообще любил, по-моему, больше природу снимать. Что бы он ни снимал, он всегда снимал от души. Это я знаю, это могу я сказать точно. Анзор не успел снять те кадры, те планы, о которых, безусловно, мечтал. Не больно, конечно, не могу. Я лично в людях ценю больше всего такое качество, как доброта. Мне кажется, что в нем это было больше, чем в других. Анзор был очень
парень такой простой, но не наивный. У него стимулы как бы были внутри в нем самом, данные от природы. Наверное, таких людей рождается в 100 лет один раз. И он... Пусть никто не думает, что он ушел. Он в моем сердце, в нашем сердце будет. Очень тяжело говорить на нем. Потому что этот человек был чист. Что запомнилось, вот у него какая-то была улыбка, вот я не знаю, вот если кто-то, ну так, кто его хорошо знал, то нам его очень не хватает. Когда он перед нами лежал, не мог поверить, что Анзор мертвый. И вот сейчас не могу представить. Таким представляю, как на самом деле вот, был таким и остался для нас. Меня Анзор познакомил с удивительным человеком, Миродом Гошбой. В той прошлой мирной жизни я снимала его много раз. И говорил всегда Мирод со свойственной ему мудростью о жизни, о мире, об уважении к людям. На 82-й день войны я нашла его на передовой. Мне рассказывали, что когда объявили мобилизацию, ты взял свою двухстволку и пришел сюда. Ну, у тебя возраст ведь уже не подлежит мобилизации. Чего в селе не остался? Да, это когда Родина зовет своих сыновей, Родина не разбирает, а он молодой или стар. Старики были всегда в Абхазии, пример. Если у нас такой пословица есть, где старик нет в семье, там отсутствует ум. А где малыш нет дома, там смех, радость тоже отсутствует. А помнишь, в 89-м ты мне рассказывал, когда здесь тоже первая кровь пролилась? Старики оружие спрятали в деревнях и молодежь из деревень не выпускали. А сейчас, видишь, сами пришли. Да, это правильно, совершенно правильно. Потому что все-таки абхазец, настоящий абхазец, он миролюбив. Я, если можно, сравниваю абхазец, это как пчела. Пчел, тоже абхазский пчел очень миролюбив. Она пользу приносит народу, мед, сладость. Но его, когда раздражаешь или что-нибудь такого сделаешь, он, несмотря все это, насмерть идет. Абхазская пчела тоже кусает. Тоже кусает здорово. Абхазцы никогда не хотят чужой. Ну и свою тоже никому никогда не даст. Нас принудили. Мы никого мы не завоеватели. Мы защищаем свой родной дом, родной земля, который тысячелетиями. У нас абхазское государство это не 100 лет, это не 200 лет. А абхазское государство существует уже 1200 лет. А твой сын где? Мой сын тоже, если можно сказать, на фронт. Когда ты его видел последний раз? Уже 10 дней я его не видел. Но я... В семье-то у тебя все живы? Да, у нас даже есть такое указание, что у кого есть единственный сын, в резерв оставить. Это и наши уважаемые президент, или как хочешь его называй, тоже, да, председатель Верховного Совета тоже сказал, это по всевозможности, чтобы их в резерве держать. Но я не мог сказать сыну, оставайся. Забор налево, да? Да, забор вниз. Бегом. Марш! Дистанция 20 метров. И ни шагу назад. В Гудаутах к пресс-центру каждый день собираются люди. Стоят часами, ждут списки.
В них имена раненых и убитых. В тот день на передовой было затишье. И я решила разыскать малыша. Есть здесь такой легендарный боец. И вдруг прошел слух. Сегодня малыш женится. Говорят, кто-то из командиров сказал Тамазу: в 17 лет жениться рано. Малыш обиделся и ответил: как БМП подбивать, так не рано. Крыть было нечем. Сейчас война, некоторые люди будут упрекать нас, но и некоторые, я надеюсь, нас поймут. Надо после кого-то ставить же. Я могут завтра убить, сегодня. Сегодня навряд ли. Но я над такой техникой сижу, это, извините за выражение, это чистый гроб. Если вовремя не выстрелю, и механика подведу и себе, и людей в десанте. Не знаю, я так решился, думаю, что это нужно было. Не напрасно меня отец родил. Мой род надо продолжать. Тебя на сколько с позиции отпустили? На неделю. А потом опять туда? Конечно. Из этой недели осталось 5 дней. 5 дней еще Мактина не будет с болью вслушиваться в военные сводки. Обычно на свадьбе кричат горько. Здесь было действительно горько. Из родных никого. Они не смогли выбраться из блокированного района. Нет улыбающихся женских лиц. Только друзья из батальона приходили, поздравляли, звучали тосты. Потом брали в руки автомат и уходили на пост. А я смотрела в постаревшие глаза этого мальчика и повторяла: сбереги себя, малыш. Рот, ну что же это за война такая, а? Это не война, это чертовская война. Это не война. Они говорят, что это неотъемлемая часть Грузия. Ну хорошо. Тогда почему грабить если своя земля? Почему они грабят дома? Почему они уничтожают все исторические ценности, если они грузинские? Почему они зажгли научный институт? Почему они зажгли архив? Почему они грабят музеи исторических памятников, если они грузинские? Я их спрашиваю, почему? Значит, они чувствуют, что это не ихний. Они знают, что они не могут тоже завоевать. А ты помнишь, вот когда мы последний раз тебя снимали, сидели у тебя дома у костра, и ты тогда все говорил о мире, о добре, о том, как надо жить, как надо работать, как надо к людям относиться? Это война временна, потому что грузинский народ это понимает хорошо. Мы знаем, что сколько бы они ни пропагандировали свою народу, их уже они уже начали понять, что это обман. Они прекрасно знают свои границы, свою земля. Они прекрасно знают нас, абхаз, что за абхаз. Они хорошо нас знают. Мы не просто так, как ведь они вы столько думают. лет в дружбе на этой земле жили. Да, это удивительно. Мы жили в мире согласия. Их политики захотели, чтобы Абхазия был рабами. Абхаз рабами никогда не был. Когда смотришь на эти кадры, невольно ловишь себя на том, что где-то уже это видела. Да, это похоже на хронику 50-летней давности. И женщины, медсестры, как будто с той войны. Женщины, разучившиеся плакать.
позднее была она учительницей абхазского языка и литературы. Я все пыталась узнать, неужели ей здесь не страшно. Ламара созналась, страшно, ночью, когда засыпаешь. Ну, снится, как ребята погибают, как мы их обрабатываем, как на руках наших умирают. Последние дни вот эти моменты вспоминаем, кровь, вот это все. Я знаю, у вас люди умирали на руках. Неужели не страшно? Не страшно, мне просто их очень было жалко, очень. Что вот эти ребята погибли, не увидев нашу победу до конца. Но они уверены были в этом, и я уверена. Если даже я умру, я знаю, что мы победим. У вас такая мирная профессия до войны была. У меня была мирная профессия до войны. Я и сейчас не хочу убивать никого. И я, наверное, не смогу убить. Я просто буду помогать, помощь оказывать. А почему у вас на сумке написано «Ламара»? Это на всякий случай, чтобы я сумку не потеряла. Это что, ваше удостоверение личности? Да. У меня больше никаких документов нет, кроме вот этой сумочки. Это мой автомат, и оружие, и паспорт, и вообще это все. Это моя жизнь в данный момент. Ламара, вы знаете, вот мы недавно свадьбу снимали. Все-таки любовь тоже есть на фронте. А здесь у вас как? Это второй вопрос будет после войны, наверное. Об этом надо думать потом. Все-таки жизнь-то есть жизнь. Но если это серьезно, это в конце войны видно будет. Война закончится, и жизнь покажет. Кто из нас останется жить, тогда видно будет. Ламара, вам не кажется, что вот как женщина вы здесь зачерствеете, станете жестокой? Может быть. Ну, наравне с мужчинами, наверное. А вы считаете, это справедливо, когда женщина наравне с мужчиной? А у нас выхода нет. Мы должны спасти Родину. Если я не пойду, другая не пойдет, а кто же будет помогать нашим ребятам, братьям? Мы должны это сделать. Кто-то должен был пожертвовать. Я посчитала, что я должна быть здесь. Тишина на передовой – это лишь миг. Это как жадный глоток чистого воздуха. Ламара вновь уходила. А я возвращалась мыслями к мудрому Мироду. Ну что же это за война такая? Это не народная война. Это только группа политиков. Это только группа политиков. Это не народная война. Грузины прекрасно знают, это не их земля, они даже не хотят с нами воевать. Я этом убежден. Мирод, ну ведь ты сейчас вот на этих людей через прицел автомата смотришь. Ты убил кого-нибудь? Я на народ не смотрюся. Я стреляю только, который держит оружие. Безоружных я не стреляю. Не только я, мы не стреляем безоружных. У нас даже в плене можешь здесь несколько, немало людей сидит, можешь спросить. Они все сожалеют, они уже в своих ошибках признались, что их обманули. Мы их даже кормим, сигара последний делим. Чего мне тебе пожелать, а? Мир. Видишь, нету мир. Мир во всем земле. Потому что воевать в конце 20 века – это дикость. Береги себя. Бог с нами. Спасибо. Бог с вами, Бог с нами. Всевышний Бог видит, кто справедлив, тот победит. Кто несправедлив, он не победит. И если мы справедлив, мы победим. Я думаю, что за нами все честных народ, за нами будет стоять. И мы победим. Вот здесь я хотела поставить точку, когда снимала эти материалы. Но жизнь распорядилась иначе. Случилось чудо. 3 бригады врачей, сменяя друг друга, почти сутки боролись за жизнь. Эта юная женщина на последних неделях беременности была ранена в живот. Пуля задела и еще не родившегося ребенка. Их спасли. Маленький Альяс стал 102-м мальчиком, родившимся во время войны.
Спи, малыш. Пройдет время, и останется только маленький шрам на твоем теле. Твой папа сказал, это последняя война. Шерафе Хопшун, Ацуктонби, Айбешира Захзу, а журналист Светлана Беклемищева, Алдаратара. Сара, Абзирас Хашасхуд, Ябха, Хайкшира Конца.